27 апреля – знаменательный день в истории Якутии. День Республики Саха-Якутия – особая дата в истории нашего народа. В этот день произошли два знаковых события в общественной и политической жизни Якутии. В 1922 году была образована Якутская автономная Советская Социалистическая Республика. Спустя 70 лет, в 1992 году, вступила новая Конституция, основной закон Республики Саха-Якутия. С принятием Декларации о государственном суверенитете республика вступила в новую эру своего исторического развития. Прошедшие годы стали временем укрепления авторитета Якутии в Российской Федерации, выхода ее на международную арену. Первые руководители автономной республики Максим Кирович Аммосов, Платон Алексеевич Аюнский, Исидор Никифорович Барахов и другие глубоко знали историю родного края, уважали исторические традиции населяющих ее народов, оставили немало работ по истории современности. Дела и помыслы наших выдающихся предшественников были устремлены в будущее. Они мечтали видеть свой народ, свою республику процветающим. Их опыт и идейное наследие составляет сокровищницу, из которой мы, нынешнее поколение якутян, можем черпать силу и вдохновение для новых свершений. Провозглашение национальной автономии стало политическим актом громадного исторического значения. Впервые Якутская республика выступила как самостоятельная национально-территориальная форма организации, функционирования и развития якутского народа как мощный фактор его дальнейшей национальной консолидации. Признанным лидером и идеологом большевистского этапа национального движения Якутии был Максим Кирович Аммосов. Как государственный и партийный деятель он сыграл решающую роль в образовании Якутской ССР. Во многом благодаря исключительной настойчивости и титаническим усилиям, а также энергичной и последовательной деятельности выдающихся представителей якутской политической элиты Платона Алексеевича Аюнского, Исидора Никифоровича Барахова, Степана Михайловича Аржакова и других, стало возможным успешное преодоление активного противодействия политических оппонентов и создание по принципу национального размежевания Якутской автономной Советской Социалистической Республики и ее вхождение через РСФСР в состав СССР. В самом начале прошедшего века неумолимая логика истории вновь возродила к жизни идею национального самоопределения якутян. Ее наиболее вдохновенным выразителем стал Василий Васильевич Никифоров, один из первых в блестящей плеяде передовых представителей якутской интеллигенции, пламенный патриот Якутии, положивший свою жизнь на алтарь преданного служения родному народу. 25 июня 1917 года в Якутске открылась учредительная конференция. На этой же конференции было положено начало еще одному важному делу. Было решено создать культурно-просветительное общество «Якутская нация». На учредительной конференции были приняты программа и устав политической организации Якутского трудового союза федералистов. 27 апреля 1992 года на основе декларации Верховный Совет Республики, ныне Государственное законодательное собрание Иль-Тюмень, принял Конституцию Республики Саха-Якутия, согласно которому Республика Саха стала суверенным, демократическим и правовым государством, основанным на праве народа на самоопределение. Республика Саха-Якутия является демократическим правовым государством, основанным на праве народа на самоопределение. Имеет свою территорию, население, конституцию и законодательство,
систему органов государственной власти, а также государственные символы и государственные языки. 26 февраля 1991 года председатель Верховного Совета Якутской ССР Михаил Николаев подписал закон о государственном статусе, который установил новый государственный статус республики, подняв его до уровня статуса суверенной республики в составе РСФСР и СССР. Государственный флаг Республики Саха является основным государственным символом и служит основным законом единства многонационального народа Республики Саха-Якутия. Государственный флаг представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из 4 равновеликих горизонтальных полос голубого, белого, красного и зеленого цветов. Белый цвет означает суровую красоту севера. Зеленый – символ плодородия, возрождения дружбы и братства. Красный – символ красоты и верности родной земле. Государственный герб представляет собой круг, в центре которого расположено изображение древнего всадника со знаменем с наскальных рисунков реки Лены. На фоне солнечного диска щита, помещенного в обрамление с традиционным национальным орнаментом в виде 7 ромбических кристаллообразных фигур. В истории Якутии немало страниц, которые знаменуют вехи в неустанной борьбе народов, проживающих на этой древней земле, за лучшую жизнь, за осуществление своих чаяний. Пройдет время, и в ряду грядущих событий этот день займет особое место. Он войдет в историю как день вступления в силу Конституции Республики Саха-Якутия, которая волей ее многонационального народа стала суверенным государством. Отныне Республика Саха – равноправный член большой семьи республик, входящих в состав великого и могущественного государства Российской Федерации. Перед народами Республики Саха Конституция раскрывает новые возможности для свободного труда, всестороннего применения творческих сил. Гражданам гарантируются права и свободы, ставшие достоянием всего цивилизованного мира.